Аял Харитонов глух с рождения. Человеку с третьей группой инвалидности нелегко найти работу. Но Аялу повезло. После учебы его сразу взяли по специальности в комбинат питания. Далее в один из ресторанов города. Я работаю пекарем. 2 года учился в техникуме, интернате для инвалидов. Мне не пришлось искать работу, за это я очень благодарен своей учебе. Всего в ресторане 5 инвалидов. По словам руководства заведения, работать с ними нетрудно. Все задания выполняют с большой ответственностью. Вот им дали задание, они пока это задание не выполнят, они не уходят из ресторана. Можно так сказать, они очень исполнительные. У них такие же повара, как и мы. Впрочем, не каждое предприятие возьмет к себе человека с ограниченными возможностями. Для этого нужны затраты на специальные рабочие места. В Центр занятости ежегодно обращается более 1300 инвалидов, но трудоустраивается только половина из них. До прошлого года из федерального бюджета выделялись деньги для субсидирования рабочих мест на предприятиях. Со следующего года планируют подключить и республиканское финансирование. Крупные организации обязаны до 2% от всего штата выделять для людей с ограниченными возможностями. Сейчас готовятся законопроекты для небольших учреждений, причем с увеличением квот до 5%. Это должно повысить занятость инвалидов в 2 раза. Мы ожидаем, что при принятии данного закона у нас появится около 700 рабочих мест для инвалидов. Однако вакансии есть и сейчас. Например, здесь, в комплексе трудовой реабилитации. Штат насчитывает порядка 75% человек с ограниченными возможностями. Они изготавливают товары ручной работы. Но многие идти сюда не хотят из-за небольшой зарплаты. Учреждение испытывает трудности. Все из-за отсутствия господдержки. Никакие льготы по коммунальным, прочим услугам. Никакие вот эти льготы по госзакупкам тоже практически нету. Поэтому испытываем большой трудности. Старожилам еще труднее. Иннокентий Павлович последние 20 лет работает в типографии. Инвалида по зрению уже и по возрасту никуда не возьмут. Приходится как-то выживать. Вот тут мы работаем как одна семья. Вот плохо, что мы хоть расчетные предприятия, нам никто не помогает. Ни республика, ни государство. Мы сами крутимся. Законопроект, увеличивающий квоты для предприятий, внесут на рассмотрение в правительство в декабре этого года. Ожидается, что после его принятия станут больше уделять внимание и специализированным организациям для инвалидов. Вильян Бояркин, Максим Бурцев. Вести. Якутск.